Мы сегодня решили провести комитет по вопросу у нас топливной ситуации, которая уже и перед Новым годом была как-то непонятная, и до сих пор она такой остается, чтобы понять, в чем причина и что можно изменить. Мы, депутаты, хотим реальную картину понять, в чем суть таких проблем и что этому способствовало, как это случилось. Если есть возможность такая, мы сегодня хотели бы на эту тему поговорить. Приглашены здесь Министерство экономики, Министерство энергетики, топливные, ассоциация топливных компаний. Само постановление правительства Российской Федерации, которое содержит в себе запрет на экспорт нефтепродуктов в Абхазию и в Осетию из Российской Федерации. Этот документ мы еще не видели. По нашей информации, этот документ был издан 16 декабря и сразу же вступил в силу. Информация о том, что возникла проблема с экспортом нефтепродуктов из России в Абхазию, к нам поступила 21 или 22 числа. Я конкретно об этом узнал от компании «Азит» в момент, когда их транспортное средство с топливом было задержано на границе и впоследствии развернуто, оно так и не смогло покинуть территорию Российской Федерации. Сразу после этого начали связываться с Москвой, с Минэкономразвития, с Минэнерго и выяснять, что же на самом деле произошло. Спустя несколько дней нас проинформировали о том, что действительно такой документ существует, но текстом документа так и не поделились. Впоследствии, по итогам ряда консультаций с российской стороной и переговоров с нашими топливными компаниями, с нашими импортерами, информация, которой я обладаю на текущий момент. У нас порядка 3000 тонн нефтепродуктов. Это топливо, которое было отгружено сейчас на колесах. И большая часть этого топлива уже имеет отметку российской таможни, выпуск разрешен. Еще около 1000 тонн – это нефтепродукты, которые были оплачены, но таможенное оформление не произошло. После всех консультаций с российской стороной 28 декабря Министерство экономики направило в Минэкономразвития России и в Минэнерго России аналогичные по содержанию письма, связанные с тем, что импортеры нефтепродуктов в Абхазию имеют оплаченные, в том числе отгруженные поставки, и мы просим помочь оказать нам содействие в доставке этого топлива на территорию Абхазии, чтобы предотвратить дефицит нефтепродуктов. И также обозначили в этих письмах вопрос разъяснения порядка действия этого постановления, чтобы мы понимали, какие впоследствии обращения направлять российской стороне. Для решения данного вопроса, а именно для того, чтобы были ввезены вот эти 34 вагона, которые застряли у нас на границе, на КПП ПСОУ, разработано Министерством экономического развития, разработан проект постановления о внесении изменений в решение правительства от 16 декабря. Проект постановления представлен в правительство. Вчера было проведено заключительное совещание внутри у них уже в правительстве, где данный проект был поддержан. Что дает нам основание говорить, что в ближайшее время вот это решение правительства, которое было принято 16 декабря, будет изменено, в результате чего вот эти зависшие вагоны смогут заехать в Абхазию. Самый главный вопрос вообще взаимоотношения, какого у нас в Абхазии как игрока и поставщика как России. Слушайте, там есть антимонопольные у них законы, как они могут диктовать только у одного покупателя или самим поставщиком, как-то не вяжутся с их законодательством и с тем, что постановление было. По нашим данным, данное решение заключается в следующем. Решение от 16 декабря. В этом решении написано, что исключительное право экспорта нефтепродуктов в Республику Абхазия в рамках соглашения о беспошлинной торговле, а именно тех объемов, которые указаны у нас в этом соглашении, предоставляется компании Роснефть. Это значит по нашему пониманию, что
в рамках вот этого соглашения, то есть тех объемов, которые там утверждаются на каждый год, как вам известно, наши участники рынка могут покупать топливо только у компании Роснефть. Сейчас первостепенной задачей стоит вопрос решения вот этого кризиса, который у нас образовался на границе. По мере решения данного вопроса, по мере того, как наши импортеры завезут свое топливо, которое они давно ждут, мы перейдем ко второму этапу. Тут вот этот момент, о котором мы сказали, неоднозначное понимание этой нормы тоже имеет большую роль. Если российская сторона придет к общему мнению, к общему пониманию этого документа в части того, что данное исключительное право Роснефти предоставляется только в рамках вот этого соглашения, в рамках вот этого объема, не ограничивая параллельный ввоз партий, которые приобретаются у других производителей, тогда по большому счету я общался и с нашими импортерами, проблем у них тоже особо не будет. از بیگوام شو ارگانیزاسیون ابسنا یا راح نتخرج يدوب خير وسيغو قرش نعم ضجيجي ما بس شغز جبا مليون وراح يحصل خير وي علي رزنك روسنيفت صار تو دري ترغوت هو يجيز درجو بس تجيم حاجه يحضرون هون حقيقه حيت بس شجرته سرين صحة فيسبوك الجنزبة ودي هذا سجيس عشتهم قديشنا صار راح يحاسد حكاتكو يحوي. Мы можем в детали вдаваться, но это имеет одно большое плохое название — монополия, так или иначе. Это неравные условия для всех, которые сегодня по факту работают, несмотря на то, что мы не имеем конкретного документа, на который можем сослаться и на котором можем оперировать. Мы написали письмо, получили ответ, что Министерство экономики разделяет наши опасения и ведет соответствующие консультации с целью не допустить подобной ситуации. И дальше, соответственно, говорилось о том, что обсуждается вопрос относительно внесения изменений в соглашение о режиме торговли, то есть соответствующий протокол готовился. Но, насколько я знаю, пока этот протокол не подписан. Наша компания 20 с лишним дней стоит закрыта на ключ, вы все это видели. Кроме одной, которая, можно сказать, не работает, а обслуживает карты, которые были пополнены ранее. Последствия. Наши клиенты, в том числе государственные структуры, которых мы ни разу никогда не подводили, критически важные ведомства, мы им не можем отпустить топливо. Наши работники сидят дома, нам звонят, спрашивают, мы что будем дальше делать, нам увольняться или что делать. Мы собирались, общались, 25 числа мы были у премьер-министра. Нам сказали приблизительно то же самое. Фактически информации не было. Нам сказали, что российская сторона нас не уведомила об этом. Соответственно, когда в соглашении о режиме торговли в 13 статье черным по белому написано, что стороны должны предупреждать друг друга за месяц до принятия мер, которые принимаются в одностороннем порядке и влияют на режим торговли. Это национальные компании, сегодня их душить не стоит, надо их развивать. Просто развивать. И поэтому я бы хотел, чтобы руководство нашей страны приняло бы максимум усилий для этого. Просто чтобы стало с нами рядом и действовало бы до конца. Подписывая договор там, если у нас тоже мы документов никаких не имеем, есть информация, что мы должны будем продавать не ниже, чем продает здесь Роснефть. Вопрос у меня. Ну, понятно, всем понятно, чем это чревато, тем, что иностранная компания будет здесь регулятором цен. Не ниже ее, если это так. Но сегодня я, может, и ниже хочу, может, я вообще хочу ничего не зарабатывать и продавать. Вот такие вопросы. Плюс, почему, да, я все-таки озвучу, почему мы не сторонники, помимо монополии, одной компании. Мы являемся импортерами не так долго, но уже знаем о том, что летом, все-таки имея одного поставщика, это большая проблема.
Не успевают вагоны приходить, это дефицит. И не имея альтернативы, я не говорю о качестве, например, того или иного топлива. Ну, может, я хочу похуже, лучше, другую фирму, да, также мы не имеем никакой альтернативы в связи с этим. И есть просьба вот со всем этим, по возможности, честно говоря, прошел месяц, как мы этим занимаемся. На сегодняшний день, где стояли, там и стоим. Что касается дальнейших действий, у нас есть соглашение. Как, насколько мы понимаем, в этом соглашении, а точнее в постановлении, есть ссылка на наше соглашение, правильно? Там так звучит. И, соответственно, надо обратить внимание на это соглашение, где есть четко прописанные пункты, в каких ситуациях, как нам действовать. К примеру, статья 14. В ней говорится о том, что если есть какая-то проблема, по инициативе любого из председателей, из двух сторон, может быть созвано внеочередное заседание межправительственной комиссии или проведена эта встреча. На данный момент мы, как знаем, таких действий тоже нет. Это один из шагов, о которых мы говорим. Как я понимаю, инициатором этой идеи был непосредственно замминистра экономики Вольво. Везде, вот я в поисковике искал, везде как бы его имя фигурирует и фамилия, и он комментирует еще на одном из сайтов он написал для там снижения волатильности, они как бы пояснительные записки этого проекта, они как бы нам хорошо делают, так я прочитал, что типа для снижения волатильности. Мы не можем полагаться на какие-то телефонные разговоры, какую-то информацию, которая не подтверждена. Это просто недопустимо. Я хочу, чтобы мы на этом застолбили свою позицию. Я абсолютно уверен, Лашин Рузач, нам надо обратиться в Госдуму, что такой факт имел место, и мы считаем, что это недопустимо в взаимоотношениях наших исполнительных властей, это первое. И второе, ускорить принятие антимонопольного закона. Наше руководство непосредственно Министерства экономики упустил момент, когда могли они предупредить компании наши, что надвигается какая-то проблема, и что не надо закупаться, тратиться, или там, что может быть проблема. Но она уже есть. Это первый этап, да, нашего разговора. Второй вопрос, уже более масштабный, глобальный, вообще от отношения, вообще постановка вопроса, единый оператор, который якобы будет допускать в Абхазии и так далее. То есть здесь два вопроса. Потому я что предлагаю, Бада Игоревич? Давайте день, два, три дадим, еще раз соберемся и по итогам уже выводы сделаем. Что сделал за эти дни, что вообще кто-то шевелиться начал, вообще что-то начали делать или не начали делать. Реально ситуация нездоровая складывается, да, в экономической среде. Более того, это все инкорпорируется на общественные дела, что называется. Да. Нам лишние потрясения не нужны, поэтому нужно выходить из этой ситуации как технократы, что называется, да, ехать, общаться, выяснять, собрать межправкомиссию не так легко. Поэтому я считаю, что на уровне министерств, министерство, которое передало дела новому министерству и Министерству экономики, нужно эти вопросы решать. Что касается парламента, да, мы, наверное, на уровне комитета, да, и на уровне всего парламента эти вопросы будем мониторить внимательно, будем думать, какие документы мы можем со своей стороны издать, да, каким образом мы можем воздействовать на ситуацию. Мы считаем, что нужно помочь в этой ситуации не только топливным компаниям помочь, а стране нужно помочь.